Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Капитальные и текущие ремонтные работы близятся к завершению. Коммунальщики доложили мэру Инты о готовности подведомственных объектов к зиме. Вакцинация набирает обороты. Кому и где можно привиться спутником Лайт. Козырьки, бетонные плиты, карнизы, рамы со стеклами пришли в негодность. Кто должен следить за состоянием балкона и нести ответственность за его разрушение? Инта активно готовится к осенне-зимнему периоду. Все жилищно-коммунальные и ресурсоснабжающие организации занимаются текущими и капитальными ремонтами. Большинство запланированных работ на этот сезон уже выполнены. Управляющие компании приступили к оформлению паспортов готовности. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев провел очередной штаб по подготовке к зиме. На заседание были приглашены представители всех управляющих и ресурсоснабжающих компаний. 10 августа на дорогах и во дворах включили уличное освещение. Специалисты Государственной жилищной инспекции приступают к проверке жилфонда. По словам руководителей ЖЭКов, почти во всех многоквартирных домах выполнена промывка и опрессовка систем. Завершается установка общедомовых приборов учета. В рамках текущих ремонтов приведены в порядок несколько кровель. Региональный оператор занимается капитальным ремонтом. Интинская ТЭЦ продолжает перекладку сетей. Часть работ выполнена. Как только ремонт закончится, предприятие заасфальтирует и благоустроит все территории, которые были разрушены. Из 32 дефектов, выявленных после гидравлических испытаний, 29 устранены. Вывезла 2 дефекта, подбираем, практически все потребители будут у нас по прямой сидеть, то есть с обратки уже всех уберем. Вот, до 20 числа, как и было планировано, полностью все дефекты после гидравлики устраним, выйдем на повторную гидравлику. По перекладке тепловых сетей Куратова закончили, с благоустройством еще будем работать. Вот, по другим перекладкам подвел у нас поставщик кировский ЖБ изделий. То есть до 2 августа должны были прийти все лотки. Пришло за это время только 1 вагон, и то с крышками. То есть завтра ожидаем, что нам еще 5 вагонов должно прийти. То есть завтра 1-й вагон идет уже с лотками. И через день еще 4. Но они все уже набираются, да? То есть погружены? Да, но сегодня, по-моему, последний отправляют. На какой участок не хватает? Или на все? Оно везде по чуть-чуть. То есть вот эти 2 больших скрытые, там тоже не хватает вагонов, да? Ну, за этого все стоит, да? Ну, как бы плети сварены, тут сейчас придут, все подготовлено на основании. То есть ожидаем только живые лотки, как только пройдут, сразу же будут по трассам. Вот. И единственный участок у нас там по Дзержинского еще не приступали пока, но тоже живые лотки придут. Тепловая компания к предстоящему осенне-зимнему периоду уже практически готова. Ресурсоснабжающая организация, в ведомстве которой находится 7 котельных, в том числе в селах Интинского округа, завершает плановые работы. На этой неделе начнется подача горячей воды в микрорайоне Восточный. Ремонты велись на всех подведомственных объектах. В поселках Юстыдор, Верхняя Инта, в селе Петрунь смонтирован новый котел. По готовности котлов в общей массе 29 штук, то готовность именно все 29. Котельная Лермонтова у нас 12 числа возобновляет свою работу по подаче ГВС потребителям. Это после планового 2-недельного установок. То есть вот в четверг 12 можно уже говорить о готовности всех 7 котельных. Значит, после запуска котельной Лермонтова мы переходим на работы по замене ветхих сетей по ГВС по адресу Матросова 2 от источника, от котельной до жилого дома. Значит, там 50 метров. Меняем по подаче по обратке двухтрубному. И также у нас это работы, скажем так, которые выходят за рамки плановых работ, это замена по Юстыдору 18. Там у нас тоже по подаче, по отоплению и обратке, и по ГВС. Работы планируем завершить до начала отопительного сезона.
Общество с ограниченной ответственностью «Акваград» проводит работы по графику, устраняются аварийные ситуации. Запланированный капитальный ремонт на этот год выполнен примерно на 50%. Специалисты частично меняют изношенную запорную арматуру и старый металлический трубопровод на пластиковый с большим диаметром. В план капитального входит замена трубопроводов водоснабжения в объеме километр 630 метров и канализации 400 метров. На сегодняшнюю дату выполнена замена водопроводных сетей 935 метров, что составляет 57% от плана. Выполнена замена канализационных сетей 162 метра, что составляет 41% от плана. Промота трубопроводов холодного водоснабжения 51 км, что составляет 48% от плана. И произведено решение канализационных сетей 32 км, что составляет 33% от плана. Ведется работа по ремонту, замена запорной арматуры зданий, сооружений. Значит, запас хлора, запас угля имеется, то есть планируется приобретение в 4-м квартале 2021 года. Вот. Основная работа у нас ведется, большой объем, это подрядные организации наши по замене холодного водопровода, замена устаревшего на пластиковое исполнение. Работы ведутся, необходимый материал имеется, труба завезена, то есть подрядчик в сроки укладывается. От жителей Интинского округа периодически поступают жалобы на низкое давление холодной воды, особенно в квартирах на верхних этажах. По некоторым адресам горячая вода недостаточной температуры. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев рекомендовал ресурсоснабжающим организациям следить за качеством предоставляемых коммунальных услуг, своевременно реагировать на претензии людей и устранять нарушения, или составлять акты и производить перерасчет платы за некачественные услуги. Интинцы, переболевшие коронавирусом, могут привиться вакциной «Спутник Лайт». В округ поступила большая партия однокомпонентного препарата. Центральная городская больница получила 300 доз. Сделать прививку смогут граждане, у которых был официально подтвержден диагноз COVID-19. На территории Российской Федерации зарегистрированы и используются несколько отечественных вакцин. Гамковид-Вак, торговая марка «Спутник Ви», и «Спутник Лайт». Они разработаны одним научным институтом – Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России, а также «Эпивак Корона» и «Ковивак». «Спутник Лайт» – 4-я зарегистрированная отечественная вакцина. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом спутника Ви и не требует введения второй дозы. На сегодняшний день у нас есть в достаточном количестве спутник Ви, он же Гамковид-Вак. В небольшом количестве есть Ковивак, очень его мало, поэтому мы по решению иммунологической комиссии, по решению врачебной комиссии его назначаем строго по показаниям. Там есть определенные специальные показания, прежде всего снижение иммунитета. То есть это люди, у которых иммунитет снижен по каким-либо причинам, в том числе это ВИЧ-инфицированные, больные гепатитом С, больные заболеваниями, при которых применяются специальные препараты, снижающие иммунитет, так называемые цитостатики. Вот эта вакцина прежде всего будет для таких пациентов. Ну и вот «Спутник Лайт» мы получили. «Эпивак Корона» уже закончилась, мы ее преимущественно передавали в сельские территории, потому что в условиях хранения +2, +8 удобная для ФАПов. Но пока «Спутника Ви» достаточно. Спутником Лайт пока будут прививать интинцев, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию. Главное, чтобы после болезни прошло полгода или больше. Поступило сначала 100 доз, еще потом 300 доз, то есть ее крайне недостаточно. Она, в принципе, предназначена прежде всего для переболевших, но и для того, чтобы провести ревакцинацию. То есть кто уже привился спутником Ви, он же Гамковид-Вак, может через полгода ревакцинироваться именно этой вакциной «Спутник Лайт». Но, к сожалению, пока нам для ревакцинации ее не хватает, и инструкция Министерства здравоохранения Республики Коми прививаем пока переболевших. В случае, если с момента выздоровления от COVID-19 прошло 6 месяцев. Если прошло больше, тоже прививаем, но если прошло меньше, пока не прививаем. Наличие титра антител в крови и отсутствие достоверной информации, что у вас был COVID-19, не является показанием для «Спутник Лайт», потому что титр антител
не показывает, как давно вы переболели этой самой инфекцией. Может, вы вообще просто являлись носителями этой инфекции, и потихоньку антитела вырабатывались в организме. И еще раз подчеркиваю, что любой титр антител в организме не является противопоказанием для вакцинации любой вакциной от COVID-19. В дневное время в будние дни интинцы могут сделать прививку в поликлинике номер 1. Во вторник и четверг без записи в офисе «Мои документы», а в среду в Центре занятости населения. В выходные дни вакцинироваться можно в торговом центре Дом быта с 13 до 16 часов и в поликлинике с 11 до 14 часов. Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» пока будет проводиться только в поликлинике номер 1. Спутником Лайт будем прививаться только в поликлинике номер 1, потому что на мобильных центрах нет той системы единой информационной, которая могла бы проверить, на самом деле болел человек COVID-19 официально или нет. Но если есть такая возможность, гражданин может представить QR-код с госуслуг, сейчас многие его уже получили, о том, что он переболел COVID-19. Но в любом случае вся вакцина находится в первой поликлинике. Если вы хотите через участкового терапевта, да, лучше записаться к врачу, но на сегодняшний день фельдшер в привычном кабинете тоже не всегда может проверить федеральный регистр, поэтому вакцинация спутником Лайт идет только через участковых терапевтов и заведующего поликлиникой. По информации с сайта stopcoronavirus.rf, эффективность «Спутник Лайт» оценивается в 97,6%. Вакцинация набирает обороты. На данный момент от коронавируса привилось около 7 тысяч жителей Приполярья. Но для формирования так называемой иммунной прослойки этого пока недостаточно. Практически каждый день в Интинском округе фиксируются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, за последние 5 дней с 6 по 10 августа в Интинском округе выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ сейчас находится 41 пациент. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина с подтвержденным диагнозом COVID-19, проходит лечение более 100 человек. Под медицинское наблюдение взяты 89 жителей округа. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано почти 1000 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 750 человек из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Официально подтвержден 41 случай летального исхода у пациентов с коронавирусом. Составление бизнес-плана, сертифицирование продукции, организация круглых столов, форумов, выставок, поиск иностранных покупателей, оказание маркетинговых услуг – это лишь малая часть того, чем занимается Центр развития предпринимательства «Мой бизнес Коми». В рамках рабочего визита в Приполярье директора автономной некоммерческой организации Республики Сергея Жеребцова интинские предприниматели узнали, какую помощь они могут получить от государства. На встрече, которая была организована в здании городской администрации, Сергей Жеребцов рассказал интинцам об институтах поддержки Центра развития предпринимательства Коми, как получить статус социального предприятия или стать резидентом арктической зоны. Мой бизнес – это целая платформа, на которой располагаются в Республике Коми 5 юридических лиц. 5 юридических лиц – это 5 институтов поддержки предпринимательства. Каждый из них ведет деятельность в своем направлении и предоставляет свои услуги и меры поддержки. Это Центр развития предпринимательства, это микрокредитная компания, это гарантийный фонд, это фонд развития промышленности и компания Коми Лизинг. Центр «Мой бизнес» создан более чем в 80 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Республике Коми. Граждане, обратившиеся к специалистам Центра развития предпринимательства, могут посетить бесплатные обучающие программы, семинары и мастер-классы, получить консультации по всем специальным программам государственной поддержки, правовую поддержку по бухгалтерскому и налоговому учету, актуальную информацию по финансовой и инфраструктурной поддержке, а также решить многие другие задачи. Автономная некоммерческая организация оказывает около сотни различных услуг бизнесу на безвозмездной основе или в рамках софинансирования. Одна из самых востребованных услуг – это бизнес-планирование. Каждый из вас знает, что входить в какой-то проект, инвестировать какие-то деньги, начинать какой-то бизнес, не посчитав этот проект, по меньшей мере является ошибочным. Поэтому бизнес-планирование
важная часть. Бизнес-план нужен и инвестору, если вы хотите привлечь деньги. Он нужен кредитной организации, если вы хотите кредитоваться под какой-то проект. Хороший бизнес-план стоит нормальных денег, его пишут, считают профессиональные консалтинговые компании, и это одна из самых востребованных услуг, которую предприниматели заказывают в центре «Мой бизнес». Если вам нужен бизнес-план под какой-то проект, приходите к нам, давайте вводные данные вашего проекта, мы ищем консалтинговую компанию по всей стране, которая считает вам бизнес-план и отдает его вам для того, чтобы вы дальше могли с ним работать со своими инвесторами, кредитными организациями, ну или вы сами для себя хотите понять, насколько рентабельным будет ваш бизнес, переходя от идеи уже к проекту, мы вам его посчитаем. Особое внимание уделяется социальному бизнесу. Приличная финансовая поддержка в виде грантов до 1 миллиона рублей оказывается 4 категориям бизнеса, которые могут получить статус социального предприятия. Компании-резиденты арктической зоны, в которую вошел Интинский округ, получают пакет преференций для ведения бизнеса, таких как существенные льготы по основным налогам, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест, процедура свободной таможенной зоны и другие. Также можно получить бесплатный земельный участок в Арктике. В Инте для предоставления в безвозмездное пользование выбрано 22 территории общей площадью 37 гектаров. Земельные участки люди вправе использовать для строительства жилья, ведения сельского хозяйства, развития бизнеса, туризма. Бизнес в Инте активный, коллеги позитивные, даже несмотря на тот объем сложностей, который существует. Объективно Инта далеко. Объективно есть сложности по транспортной логистике, есть сложности с поставкой или вывозом отсюда каких-то ресурсов, компонентов, готовой продукции, есть климатические сложности, но бизнес стойко его переживает и предлагает даже введение каких-то новых мер поддержки на федеральном уровне для того, чтобы решить эти сложности и решить эти проблемы. Региональный центр «Мой бизнес» – это площадка для адресного взаимодействия с предпринимателями, которым оказываются необходимые меры поддержки на всех этапах развития бизнеса, от появления идеи до выхода на экспорт. Финансовые, имущественные, образовательные. Это и льготные ставки по кредиту, возможности взять микрозайм или кредит под госгарантию. Также можно получить оборудование в лизинг, заручиться поддержкой государства по специальным программам развития моногородов, стать резидентом промышленного парка или технопарка, принять участие в закупках крупнейших заказчиков и другие направления. Для медицинских учреждений Республики Коми закуплено новое оборудование. Современный рентген-аппарат появится в Интинской центральной городской больнице. Цифровой маммограф позволит проводить качественную и своевременную диагностику заболеваний у пациенток. Совсем скоро, в 20-х числах августа, в Инте появится новый маммограф. Современное оборудование поступит в Интинскую ЦГБ в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Маммограф нам закупает Министерство здравоохранения Республики Коми. Он новый, современный, цифровой. А маммограф, который у нас есть в настоящее время, это старого образца, пленочный. Так же, как раньше проявляли пленки на рентгене, он также проявляет пленки. Новый маммограф будет стоять в этом же помещении, что и стоит старый. Старый еще действующий, работающий, но заменяем его на более современный. Это по рекомендациям Минздрава также. Он цифровой, как и все оборудование уже у нас в больнице. Он будет подключен к единой системе центральной электронных записей рентгеновского обследования. То есть это включается у нас и компьютерный томограф, и рентгеновские исследования. И сейчас мы после получения подключим маммограф. Так что это все будет в цифровом изображении на едином портале. И врач в любом городе Республики Коми может открыть архив медицинской документации рентгеновской и посмотреть эти рентгеновские снимки. Кроме того, этот маммограф обладает меньшей лучевой нагрузкой, то есть для пациентки будет меньше лучевая нагрузка и более точная диагностика. А устанавливаться он будет точно так же в этом же помещении, где стоял и стоит старый маммограф. Оборудование будет установлено в диагностическом отделении Центральной городской больницы. Каких-либо дополнительных затрат на его установку и подготовку помещения не требуется. Стоимость нового маммографа около 9 миллионов рублей.
У нас ожидаются ремонтные работы на 2022 год в первой поликлинике. И после уже завершения ремонтных работ, возможно, будем решать вопрос о переводе маммографа в первую поликлинику. Но пока этого делать не следует, потому что сейчас уже готовится проектно-сметная документация, и с начала 2022 года в первой поликлинике начнутся ремонтные работы. Программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на 5 лет, с 2021 года по 2025. В ее рамках запланировано приобретение около 1500 единиц современного медицинского оборудования для больниц различных районов республики. Благодаря инициативе главы региона Владимира Уйба общая сумма проекта увеличилась до 6 миллиардов рублей. Значительную часть финансирования составляют федеральные средства. Во многих домах капитальный ремонт зданий не проводился десятилетиями, в результате чего протекают кровли, изношен трубопровод, обветшали балконы. Если с принадлежностью крыш и труб все более или менее понятно, то балконы до сих пор вызывают споры. Кто должен следить за состоянием конструкции, управляющая компания или собственники жилья? В каких случаях и за чей счет должны ремонтироваться балконы в многоквартирных домах? Наш следующий репортаж. Полуразрушенный балкон и его некачественный ремонт может стать причиной несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Поэтому нужно внимательно следить за состоянием архитектурных конструкций. Ремонт балкона лучше доверить профессиональным строительным организациям, которые имеют соответствующие сертификаты и лицензии. По словам коммунальщиков, за установленные пластиковые и деревянные рамы на балконах, не предусмотренные проектом дома, управляющая компания ответственности не несет. Тут все зависит от проектировки дома. В данном случае конкретно по этому адресу Мира 22 у нас есть верхняя балконная плита перекрытия, за которой должна следить управляющая компания. В рамках текущего ремонта в этом году было подготовлено 5 козырьков, которые устанавливаются с помощью АГП. В следующем году будут еще 3 сделаны. То есть все сразу невозможно сделать, ну вот потихоньку делаем. И бывает так, что дома не предназначены с балконной плитой перекрытия. Там бывает собственники сами делают все кровли, но тогда получается, что они сами полностью несут за нее ответственность. Так же, как балконные конструкции, это вот металлопрофиль, в данном случае это все собственнику принадлежит. Если с ним что-то, не дай бог, случится, там от порыва ветра или еще, то собственник будет сам нести за это ответственность. Необходимость проведения ремонта, как правило, определяется визуально. Если собственник жилья заметил на балконе разрушение бетонного слоя, покрывающего арматуру несущей плиты, коррозию опорных металлических элементов, частичное обрушение карниза, поручней или парапета, он должен обратиться в управляющую организацию с просьбой отремонтировать балкон. Все работы будут выполнены бесплатно. Застекленные балконы, которые не соответствуют санитарным, пожарным нормам безопасности и эксплуатации, собственники жилья обязаны демонтировать за свой счет. Собственник полностью следит за остеклением, потому что у нас в городе нет таких балконов, которые по проекту были сразу с стеклом. Поэтому все эти конструкции принадлежат уже собственнику по его усмотрению. Если он не в силах делать, и она, не дай бог, свалится, там со временем бывает такое, что когда-то поставили лет 20 назад, потом про это забыли, она потихонечку гниет и, не дай бог, падает на кого-то, то, к сожалению, это собственник будет за это нести ответственность. По управляющей компании должна нести ответственность вот именно за перекрытия, за которыми следит. Ну, в принципе, все. То есть вот эти, перекрытия, управляющая компания должна производить ремонт своевременно, то есть вкладывать в текущий ремонт, осмотры производить, что если она разваливается, нужно предпринимать уже управляющая компания какие-либо действия. Работники управляющих компаний и жильцы должны внимательно следить за состоянием балконов и во избежание несчастных случаев своевременно проводить ремонтно-восстановительные работы. Интинцы смогут совершенно бесплатно посмотреть 3 самых кассовых ленты 2021 года. Любителей большого экрана ждут в кинозале Дворца культуры и техники на Ночь кино. В конце августа всероссийская акция вновь пройдет в нашем городе. Почти 3 года назад в Инте в Доме культуры был оборудован кинотеатр. С тех пор наш кинозал принимает активное участие в самых различных социальных акциях. Наш кинозал активно участвует в социальных показах. При поддержке нашего регионального партнера Коми-кино-видеопрокат мы участвуем во всех фестивалях и конкурсах, которые проводят Коми-кино и российские прокатчики.
Это такие акции, как фестиваль уличного кино, это показы, приуроченные ко Дню Победы, и детские фестивали анимационного кино. Стараемся участвовать везде. Всероссийская акция «Ночь кино» безусловно одна из самых любимых у интинцев, ведь это отличная возможность увидеть лучшие российские фильмы совершенно бесплатно. Всероссийская акция «Ночь кино» проводится при поддержке Министерства культуры, Фонда кино и портала «Культура РФ». В стране данная акция проводится уже в 6-й раз, наш кинозал проводит акцию в 3-й раз, традиционно. Мы показываем российские ленты, которые были выбраны зрительским голосованием. Это самые кассовые российские фильмы. Посещение кинотеатра проходит строго с соблюдением предписанных противоэпидемических мероприятий. Все посетители акции должны быть в масках. Рассадка в зале осуществляется группами. То есть вы можете сесть с родственниками и друзьями, с которыми пришли, но вот рядом с другими посетителями должны соблюдать дистанцию. Наши мероприятия проводятся при соблюдении всех мер безопасности, предотвращения распространения инфекции. На деньги Фонда кино мы приобрели 2 рециркулятора, которые будут обеззараживать воздух в зале. Также мы просим наших зрителей приходить на наши сеансы в масках и соблюдать меры все предосторожности. Ночь в кино пройдет 28 августа. Показ фильмов начнется в 18:00 и завершится только в полночь. Зрителям не обязательно оставаться на все фильмы. Можно посмотреть только те, которые хочется. Программа фестиваля «Ночи кино» начинается в 18:00 с премьеры. В нашем кинозале фильма «Пальма» не было, поэтому я знаю, что многие зрители хотели его увидеть. Дальше у нас будет фильм «Конек-горбунок», который также пользовался популярностью, и фильм «Огонь». Все 3 фильма, которые будут показаны в рамках всероссийской акции «Ночь в кино» «Пальма», «Огонь» и «Конек-горбунок» имеют возрастное ограничение 6 лет. Приходите на акцию с семьями, детям тоже будет интересно. Дополнительную информацию можно получить по телефону 62098. И в завершении выпуска объявление. В рамках ежемесячной проверки системы оповещения 11 августа с 10 до 12 часов в Инте будет произведен кратковременный запуск электросирен «Сигнал внимания всем». В дневное время состоится перехват телевизионного вещания. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.